А на улице Читаева госпитализация потребовалась пешеходу. По предварительной версии, его сбил автомобиль «Шевроле Лачетти», выполняющий поворот налево с улицы Меридианной. По рассказам пассажира иномарки, увидеть пешехода помешала плохая видимость. При этом мужчина шел по пешеходному переходу на зеленый свет. Хоть, как говорят очевидцы, был нетрезв. Все подробности в репортаже Анны Городновой. Там было очень слабое касание, вот его правой ноги слышно было, просто чего-то коснулись, и он как-то неестественно завалился. По рассказам пассажира «Шевроле», после того, как пешеход оказался на земле, ему незамедлительно вызвали скорую помощь. В ожидании приезда медиков участники ДТП постелили мужчине плед, чтобы тот не застудил почки на холодном асфальте. Мы его просили, давай поднимем, хотя бы с дороги уберем. Он никуда, он отказывался, он говорил, нога болит, он кричал, а когда приехала скорая, его просто вот за плечо потрогали, и он уже из-за этого начал кричать. Поэтому мы точно ничего не можем сказать, какой у него был состояние, потому что, может, у него был шок, может, он симулировал, может, все это взаправду. Так что мы сами пока не можем. Я не знаю, но если с ним что-то, перелом какой-то, мы, конечно, возместим ему траты, какие ему необходимы на лечение. Чуть позже медики диагностировали у 47-летнего пострадавшего мужчины закрытый перелом обеих голеней. Его госпитализировали в больницу. 20-летняя девушка-водитель иномарки поворачивала налево с улицы Меридианной на Читаева. Пешеход, который, по рассказам очевидцев, был нетрезвым, переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пассажир отметил, увидеть его помешало сразу несколько факторов. Когда мы подъезжали к пешеходке, мы, во-первых, слабо видели дорогу из-за того, что был дождь, и встречные фары, я не знаю, как так сложилось, но серьезно, встречные фары светили сильно нам в глаза, и я сидел за передним, за пассажирским сиденьем, и я его увидел, этого человека, в самый последний момент. Учитывая обстоятельства, ответственным в происшествии, скорее всего, признают водителя «Шевроле», а степень вины определится в ближайшее время. Анна Городновая, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.